Пятая лекция из цикла «Общая топология для начинающих». В конце четвертой лекции меня поймали на неточности. Действительно, здесь нужно было указать, что m не равно t. В противном случае эти формулы не имеют места. Ну что в противном случае? В противном случае t просто совпадает, если m равно t, то t совпадает со своим открытым ядром. Но это, вообще говоря, не специфический результат для именно бета-топологии, это результат для любой топологии. Открытое ядро всего пространства совпадает с ним самим. Ну, теперь пойдем дальше. У нас сегодня важный день про открытое множество. Значит, будет куча свойств открытого множества. Точнее, открытого множества будут два свойства, и остальные будут свойства открытого ядра множества. Итак, мы начнем с того, что множество открыто тогда и только тогда, когда каждая его точка внутренняя, и закончим тем, что множество открыто тогда и только тогда, когда оно совпадает со своим открытым ядром. Ну и мы выясним, что это одно и то же, по сути дела. Ну, по поводу того, что множество открыто тогда и только тогда, когда каждая его точка внутренняя. Первая часть очень простая. Ну, во-первых, что происходит с пустым множеством? С пустым множеством у него нет точек, поэтому его открытое ядро, конечно, не стоит пусто, и здесь вопрос ясен. А теперь, что касается первой части. Если m открыто, то каждая точка внутренняя. Но это на самом деле очень просто. Если m открыто, то m является открытой окрестностью каждой своей точки. Таким образом, получается следующая схема. Вот x, которому принадлежит m, и оно же является своим собственным подмножеством. Вот и все. В таком случае очевидно, что каждая точка множества m является его внутренней точкой. Куда интереснее в обратную сторону. Вот в обратную сторону все не так просто. Дело в том, что если каждая точка m внутренняя, то почему из этого должно следовать, что m открыто? Почему? m должно принадлежать тогда открытой топологии, то есть входить в совокупность открытых множеств. У меня даже не выписана эта открытая топология в прямом виде. И одновременно все-таки это действительно так. Но тут нужно внимательно посмотреть. Ну, допустим, точка x и x внутренняя точка. В таком случае существует OX открытая окрестность точки x, такая, что она содержит x и одновременно содержится в m. Вот это основная, как мы помним, формула. Она-то здесь и работает. То есть, оказывается, в m уже сидит открытое множество. Пусть это не совсем то открытое множество, которое нам нужно, но уже что-то есть. Но остается только взять объединение по каждой x этих открытых множеств. Эти открытые множества. X принадлежит m. И взяли объединение этих OX. Теперь надо с одной стороны доказать, что это объединение равно m, с другой стороны объяснить, почему в таком случае это объединение открытое множество, и, соответственно, m открытое множество. Ну, покажем сначала, что это равенство действует. Действительно так.
слева направо. Мы берем любую точку этого объединения. Любая точка этого объединения входит в какой-то OX, в какое-то открытое множество, открытая окрестность точки X. Значит, все элементы, сидящие в OX, принадлежат M. Поэтому каждый элемент этого объединения принадлежит M. Это в одну сторону. А в обратную сторону не менее просто. Возьмем элемент M. Но для него же существует своя OX, своя открытая окрестность, вместе с которой он принадлежит M. Ну, раз есть своя открытая окрестность, эта точка принадлежит этому объединению, следовательно, M входит в OX, в объединение OX, все в порядке. Теперь по поводу того, что вот это объединение открыто, но это объединение открытых множеств. OX открытые множества, это открытые окрестности, следовательно, это открытые множества. А раз так, значит, объединение открытых множеств, и, следовательно, это объединение открыто как объединение открытых множеств. Вот и все. Таким образом, мы доказали, что множество открыто тогда и только тогда, когда каждая его точка внутренняя. Пошли дальше. Дальше мы займемся свойствами открытого ядра множества. Свойства открытого ядра множества мы разобьем эти свойства на 3 группы. Вот в первой группе первое свойство будет такое. Значит, во-первых, хотя это и будет тоже одним из наших свойств, но я напомню, что открытое ядро – это внутренние точки. Все внутренние точки M, и, соответственно, открытое ядро сидит в M, это подмножество M. Так вот, первое свойство в том, что открытое ядро M – открытое множество. Ну, я уже слышу возмущенный ропот. Это же очевидно. Ведь открытое ядро M состоит из внутренних точек, поэтому оно наверняка открыто. Это не совсем так. Дело в том, что по условию открытое ядро M состоит из внутренних точек M. А вот будут ли они внутренними точками открытого ядра M? Это хороший вопрос. Поэтому здесь вполне есть что доказывать. Ну, теперь рассмотрим точку X. Точка X – внутренняя точка множества M. То есть она принадлежит некой открытой окрестности OX, вместе с которой входит в M. А теперь вот эта самая формула, которую мы уже много раз видели, и которую мы еще не раз увидим, очень внимательно к ней отнесемся. OX – это открытая окрестность точки X. Но в таком случае она же может содержать еще какие-то точки. Значит, она открытая окрестность будет каждой своей точки. Но если она открытая окрестность каждой своей точки, то каждая точка, сидящая в X, внутренняя для M. А раз так, то она входит в открытое ядро M. То есть из этого следует, что OX является подмножеством не только M, но и подмножеством открытого ядра M. А вот это уже совсем другое дело. Раз так, тогда точка X уже является не только внутренней точкой множества M, она также является внутренней точкой открытого ядра M. Вот теперь действительно каждая внутренняя точка M является также внутренней точкой открытого ядра M. А других точек в открытом ядре M нету, потому что это только внутренние точки M. Таким образом, у нас получается, что открытое ядро M – открытое множество. Очень хорошо. Теперь это свойство было с заковыкой. Второе свойство не меньше заковыкой в этой серии.
оказывается, открытое ядро M есть наибольшее открытое множество, содержащееся в M. А это что значит? Что такое наибольшее открытое множество, наименьшее открытое множество? Ну, наименьшее, хоть там, я не знаю, пустое множество можно как-то к этому привязать. Но это-то смысл какой? Это надо понимать достаточно специальным образом. Это надо понимать так, что если есть еще какое-нибудь открытое множество, ну, скажем, открытое L, L открыто, и L под множество M, вот тогда из этого следует, что L под множество открытого ядра M. То есть какое бы открытое подмножество M мы не взяли, оно обязательно сидит внутри открытого ядра M. В этом смысле надо понимать открытое ядро M как наибольшее. Но это доказывается тоже просто. Здесь смысл важнее. Доказывается это так. Ну да, пусть L открыто. Если L открыто, это значит, что каждая точка L в таком случае, ну вот у Y, принадлежащая L, при том, что L открыта, внутренняя точка для M просто автоматически вот та же самая наша знаменитая формула. А раз так, то получается, что L состоит из внутренних точек M. А раз он состоит из внутренних точек M, так все внутренние точки M сконцентрированы в открытом ядре M. То есть L получается под множеством открытого ядра M. Это интересный результат, как бы мы этим будем достаточно часто пользоваться. На этом первая группа свойств открытого ядра заканчивается, и мы переходим ко второй группе свойств. Вторая группа свойств состоит из двух свойств. Одно из них весьма тривиальное, первое, и суть-то как раз будет в том, чего в этом свойстве нет. Но мы сейчас об этом поговорим. Значит, вторая группа свойств, первая, это то, что открытое ядро пустого множества пусто. Но это очевидно. Действительно, в пустом множестве просто-напросто нет никаких внутренних точек. Здесь все ясно. Здесь интересно то, что здесь не сказано. О том, что наоборот не работает. Вот может быть какое-то множество M, и M не пусто, а его открытое ядро пусто. Когда? Ну, мы имели дело с такими примерами. Ну, например, множество рациональных чисел. Множество Q рациональных чисел, его открытое ядро в множестве вещественных чисел, в топологии вещественных чисел, пусто. Теперь, в принципе, откуда это берется, поскольку нам с этим дело иметь? А это берется вот откуда. Только это, то, что я сейчас нарисую, будет рисунок, будет схема, а не рисунок. Вот у нас есть некое множество. Вот, допустим, вот это вот его внутренние точки. А что ему еще принадлежит? А ему еще могут принадлежать граничные точки. Значит,
множество запросто может иметь пустое открытое ядро. В этом случае, кстати, если оно не пусто, само множество, то оно называется граничным, но мы еще об этом поговорим. А также вот граничные точки, вот собственно и все, как это произошло. Вот это ровно здесь и случилось. Все точки множества рациональных чисел граничные. Ну, на всякий случай напомню, что кроме граничных точек, принадлежащих множеству, могут еще быть граничные точки, не принадлежащие множеству. Вот эта схема, только ее надо воспринимать как схему. Мы ей еще будем заниматься. Хорошо, пошли дальше. Дальше второе свойство. Второе свойство тоже очень простое, но очень важное из второй группы. Второе свойство такое. Если у нас А под множеством b, то из этого следует, что открытое ядро А содержится в открытом ядре b. Это все очень просто, но я просто напомню, что на самом деле мы сопоставили каждому множеству m его открытое ядро. Вот это оператор взятия открытого ядра. Это отображение. Ну, как доказывается это свойство? Ну, очень просто. Если у нас, опять же, наша стандартная формула, если у нас есть некая точка x, и она внутренняя для А, то тогда существует некоторая открытая окрестность OX, являющаяся под множеством А, ну а А по условиям является под множеством b. Ну теперь, если вынуть вот эту вот часть и соединить ее вот с вот этой, минуя множество А, то выяснится, что точка x не только принадлежит открытому ядру А, она также принадлежит открытому ядру b. Отсюда же очевидно, что может быть и так, что открытое ядро b содержит еще какие-то точки. Для этого достаточно, чтобы b содержало некую точку, внутреннюю точку, множество b, которое вообще нет в А. Тогда эта точка будет в открытом ядре b. Итак, это вторая группа свойств открытого ядра, причем вот это вот свойство монотонности, как оно называется, взятие открытого ядра, нам очень скоро понадобится. И давайте возьмем последнюю группу свойств. А эта группа свойств будет содержать парочку совершенно тривиальных свойств, но как бы нам это нужно, чтобы впоследствии выясниться. Итак, третья группа. Третья, первая. Ну, во-первых, то, что открытое ядро m является под множеством m. Но это очевидно. Третье, второе множество. Ну, второе то, что открытое ядро самого пространства равно самому пространству. Мы уже об этом говорили, тем более, что были спровоцированы на прошлой лекции тем, что я был не совсем точен. А вот два других свойства невероятно интересные. Свойство третье. Во-первых, это свойство, что открытое ядро открытого ядра является открытым ядром. То есть взять открытое ядро можно один раз. Второй раз, когда вы берете открытое ядро открытого ядра, вы получаете тот же результат. И, наконец, четвертое свойство из этой группы. То, что открытое ядро пересечения двух множеств равно пересечению открытых ядер. Это само по себе интересное свойство.
И мы, конечно, вторые два свойства докажем. Но кроме того, что оно само по себе интересно, здесь еще одна тонкость. Дело в том, что, посмотрев на него, хочется сказать, а как же с объединением? Может быть, объединение открытое ядро объединения двух множеств является объединением их открытых ядер. А вот тут не получается. И очень интересно, почему не получается. Но сначала давайте докажем третье свойство. Ну, в одну сторону это вообще очень просто. По первому свойству открытое ядро является, множество m является его подмножеством. Ну а по второму свойству из второй группы можно же взять по монотонности открытые ядра. То есть отсюда следует, просто берем открытые ядра уже существующих здесь множеств. Сразу получаем, что открытое ядро открытого ядра является подмножеством этого открытого ядра множества m. Ну а в обратную сторону? В обратную сторону не намного сложнее. Мы же помним, что открытое ядро – это наибольшее открытое множество, содержащее m. То есть вот это множество является наибольшим открытым множеством, содержащимся в открытом ядре m. Но простите, открытое ядро m содержится само в себе, и оно открыто. Поэтому открытое ядро m является подмножеством своего открытого ядра. Вот и все доказательство. Я понимаю, что при этом произошло много раз произнесение слова «открытое ядро», но я ничего не могу поделать, это очень просто. А несколько сложнее последнее свойство. Ну, в одну сторону. Во-первых, пересечение А и Б является подмножеством А и аналогично является подмножеством b. Но из этого следует по монотонности взятия открытого ядра, что открытое ядро пересечения является подмножеством открытого ядра А. Соответственно, открытое ядро пересечения является подмножеством открытого ядра B. Таким образом, я уже себе позволю здесь это дорисовать. Открытое ядро пересечения является подмножеством пересечения открытых ядер. А наоборот? Ну, наоборот, не намного сложнее, наоборот, тоже достаточно просто. Давайте посмотрим. Вот здесь, кстати, проявляется сущность, в чем дело. Действительно, ну пусть некая точка x принадлежит вот этому пересечению. Это означает, что эта точка x является, принадлежит открытому ядру А, и точка x принадлежит открытому ядру B. Ах так, значит, тогда существует О x, открытая окрестность x, связанная с А, такая, что она является подмножеством А, и отдельно существует такая же открытая окрестность B, которая является подмножеством B.
Но ведь эти открытые окрестности это можно пересечь, ведь открытая окрестность, две открытые окрестности x, если мы их пересечем, мы получим опять открытое множество, содержащее x. Значит, если мы возьмем x теперь в открытой окрестности x, a, b, то тогда эта открытая окрестность является пересечением, является подмножеством пересечения АБ. То есть в таком случае x оказывается внутренней точкой пересечения. Ах, вот в чем дело. Ну раз x отсюда внутренняя точка пересечения, то отсюда становится ясным, что здесь можно поставить восклицательный знак. Если она внутренняя точка пересечения, следовательно, каждая точка из пересечения открытых ядер входит в открытое ядро пересечения. Все, доказано. Итак, все четыре свойства работают. Теперь по поводу того свойства, которое хотелось бы, но которое не работает. Ну, давайте посмотрим пример. И что очень важно, на этом примере легко видно, почему не работает. Ну, возьмем такое множество. От 3 до 5. Это обычная числовая прямая, то есть это топология вещественных чисел. Это множество, в которое входит тройка, но не входит пятерка, можно разбить так. От 3 до 4, включая четверку, и от 4 до 5. Теория множеств здесь работает. А теперь возьмем открытые ядра. Значит, открытое ядро, вот я это так помечу, и равенство перестало работать. Почему? Ну давайте посмотрим. Значит, открытое ядро от 3 до 5, это ясно, что это от 3 до 5 открытый интервал. Ну а открытое ядро от 3 до 4, это тоже ясно. Это от 3 до 4 открытый интервал. Ну а в объединении с чем? Ну здесь ясно, что открытый интервал от 4 до 5 является собственным открытым ядром. А вот теперь вопрос. А где четверка? Четверку-то украли? Как это произошло? Почему? Ну, значит, где четверка, ладно, оставим этот вопрос. А где открытая окрестность четверки? Вот тут выясняется, что открытая окрестность четверки, ну, допустим, от 3,5 до 4,5, выясняется, что часть принадлежит первому множеству, а часть принадлежит второму множеству. Именно поэтому четверка и выпала, потому что она не входит ни в одно из этих множеств полностью с открытой окрестностью. Аналогичный способ, аналогичная вещь не проходит, когда речь идет о пересечении. Там, как вы помните, если точка, внутренняя точка принадлежит пересечению, то и у нее открытые окрестности, соответственно, отдельно для А и отдельно для Б, и когда вы их пересечете, то оказывается все в порядке, оказывается опять новая открытая окрестность, которая для А и для Б. А здесь этот номер не проходит. Интересный, поучительный пример. И пошли дальше. Ну а дальше у нас все свойства исчерпаны. Значит, нам просто нужно место, чтобы завершить лекцию с последним пассажем. А последний пассаж это состоит в том, что что множество открыто тогда и только тогда, когда оно совпадает со своим открытым ядром.
На самом деле ничего нового в этой фразе нет. Ну, действительно, что такое множество? Ну, допустим, не пустое, пустое нам не интересно. Ну, вот у нас есть некое множество n. Значит, это опять же схема, это не геометрическая интерпретация. Ну вот да, у этого множества m могут быть внутренние точки. Вот это множество внутренних точек, внутренние точки. Вот это внутренние точки. Ну уж я жутко написал слово внутренние, давайте я его напишу лучше. Внутренние точки. А это что за точки? А это точки граничные. Таким образом, ясно, что если открытое множество должно содержать только внутренние точки, значит, ясно, что если у него есть еще граничные точки, то оно не совпадает со своим открытым ядром. А для того, чтобы совпасть со своим открытым ядром, у него должно не быть граничных точек, ему принадлежащих. Вот и все. Значит, если убрать вот эту вот историю с граничными точками, если выяснится, что у нас только внутренние точки, то тогда множество совпадает со своим открытым ядром. Ну и если оно совпадает со своим открытым ядром, то тогда у него есть только внутренние точки, значит оно открыто. Вот, собственно, и все. Материала было много. Советую это внимательно проработать.